крымские татары, находясь на перекрестке важнейших торговых путей, всегда были в курсе кулинарных пристрастий своих гостей, делились ими, принимали и вносили в свой рацион многие новшества. Поэтому есть элементы и восточноевропейской, и западноевропейской, средиземноморской кухни можно найти в крымско-татарской кухне. После депортации появились элементы среднеазиатской кухни. И кухня вот это все развивается. Вот это вот в этом, я думаю, ее особенность и уникальность. Все поиски выдавали только один результат. Сидел торговец где-нибудь на Петре, продавал шашлык, и там было написано «Крымско-татарская кухня». Это вот такие рецепты были, один-два можно было найти. Это были рецепт чебуреков и еще что-то такое, копите, может быть. Все. Такого больше не было. И то писалось просто татарская кухня или еще крымская, как крымские пирожки, вот что-то такое. Основной целью было сайта собрать в одном месте эти рецепты, которые мне начали присылать уже люди, делиться. В соцсетях появились группы, я сделал. И там начали люди делиться, как-то оттуда я выбирал, складывал все в одно место. Там в основном с 2011 года формировалась вся вот эта информация про крымско-татарскую кухню. Несколько раз мы проводили опрос. Опросы были такого формата. Какое блюдо вы считаете лицом крымско-татарской кухни? Каждый мог выбрать по 3 блюда и написать. И вот это по этому списку как-то они формировались и делались. Это был один критерий. Второй критерий был блюда, которые больше всех цитировались, получали больше лайков. Эти все рецепты в книге, которые все они были приготовлены и испробованы. Все, как говорится, действующие.